Здравствуйте, вы смотрите телеканал Софина, в эфире программа «Тема дня», я ее ведущая Наргиз Касымова. Сегодня тема нашей программы – фестиваль еды и музыки, который состоится в таджикской столице в конце сентября. И у нас в студии автор идеи этого проекта Лайла Тагаева. Лайла, здравствуйте. Здравствуйте, Наргиз, спасибо за приглашение. Спасибо вам, что пришли. Сразу оговорюсь, не совсем конец сентября, да? 22-23 сентября в Душанбе пройдет фестиваль еды и музыки. Лайло, мы, наверное, начнем с того, что разговор пойдет вообще об ивент-индустрии, да? Когда и как родилась идея вот этого проекта фестиваля еды и музыки? Ой, вы знаете, мы невольно взяли на себя роль таких людей, которые начали возрождать на самом деле ивент-индустрию в стране, потому что мы почувствовали вкус ивентов, мы почувствовали огромную радость от организации подобных мероприятий. В 2015 году мы, когда сделали свой первый ивент, мы увидели эмоции людей, мы увидели, как людям не хватает праздника, который вот просто на пустом месте, не обязательно ждать какой-то даты. И мы решили, что это наше призвание, потому что мы сами были счастливы, да. При том, что нужно сказать, что мы, наверное, очень много праздников видим, да, в стране, потому что действительно каждый месяц практически расписаны какие-то даты, праздники, это здорово. И нужно сказать, что вас очень хорошо поддержала, конечно, столичная мэрия, администрация города. Огромное спасибо мэру города, который поддерживает такие мероприятия. Да. Я думаю, что как бы с каждым годом их будет все больше и больше. Мы за то, чтобы фестивалей, мероприятий, больших массовых каких-то как бы гуляний было много, потому что это же впечатление, а мы, особенно душанбинцы, голодные на впечатления, голодные на вот эмоции, мы хотим вот чувство праздника, и соответственно, мы чувствуем какое-то небольшое чувство счастья и все остальное. Если такие ивенты станут устоявшейся традицией, то это, конечно, еще раз положительно скажется на туристическом имидже Душанбе. Естественно, конечно. Люди будут знать, что можно приезжать в определенные месяцы, даты, это будут постоянные фестивали, это праздники вкуса, музыки, цвета, да? Согласна, в этом плане. Да, потому что если вы знаете такие большие мероприятия, как Октоберфест, допустим, Олимпиады и все остальное, какое огромное количество людей они собирают, и нельзя это рассматривать как просто, да, что люди собрались. Это очень сильная и очень перспективная площадка для бизнеса, то есть для развития бизнеса, для развития инфраструктуры города и все остальное. Ну, конечно, нам пока рано говорить о таких мероприятиях, которые будут привлекать большой поток туристов, хотя вот у кыргызов есть очень хороший кейс, это вот игры кочевников, которые вот такое аутентичное мероприятие, но мы стремимся к этому. Конечно, у нашей команды есть перед нами так перспектива задачи сделать что-то такое, которое привлечет как минимум ближайшие государства к нам. Поскольку вы в третий раз проводите такой фестиваль, но есть еще пару параллельных ивентов, да, у участников, у зрителей, наверное, есть чем сравнивать, есть что выбирать, и у каждого есть свои ожидания. В этом году чем вы хотите удивить душанбинцев и не только, и гостей столицы тоже? Ну вот здесь организаторам очень важно, мы когда с ивентерами собираемся, очень важно выключить вот этого самого организатора. Конечно, это очень сложно, но если ты включаешь участника и хочешь в первую очередь удовлетворить какие-то свои ожидания от мероприятия, то все получится. То есть вот как он зайдет, что он почувствует, как его встретят, что ему скажут, что он покушает, какую музыку он услышит, какая громкость будет, это все вот эти вот детали очень важны. Говорят, Бог в мелочах, из-за этого мы стараемся контент мероприятия сделать очень насыщенным, очень интересным и удовлетворить вот от 5-летнего малыша до людей в возрасте. Потому что на самом деле, смотрите, если с семьями приходят, говорят, ой, там не учли что-то для младшей категории или там старшим было интересно, а вот совсем вот мамам или бабушкам, дедушкам не очень, да. Но я знаю, что в этом году, в принципе же не в первый раз, ваш фестиваль делится на 2 дня и на совершенно разные аудитории предпочтения. Так? Да, я расскажу вам с самого начала. Первый фестиваль еды у нас мы увидели картинку, нам она очень сильно понравилась, и мы решились это сделать. Картинка чего была? Картинка фестиваля еды в Санкт-Петербурге. На самом деле, когда мы начали формировать искать партнеров, мы нашли партнера, но мы сидели и думали, господи, как же мы теперь это сделаем? Мы поехали. Конечно, мы всегда равняемся на мероприятия, которые проходят в других странах. Это очень хорошая планка, то есть ты уже там понимаешь, как все должно быть, как все должно быть в идеале. То есть ты не проходишь вот этот вот путь ошибок, и ты видишь картинку, она тебе нравится, и ты пытаешься воплотить. Это все здесь. Но первый фестиваль у нас был просто еды, и с каждым годом мы стараемся его чем-то разбавить. В прошлом году мы сделали фестиваль еды и воздушных шаров, мы привезли 8 шаров. В этом году мы решили уйти в сторону музыки. Ну что нам нужно? Хлеба и зрелищ, как говорится, да.
этот раз мы решили делать еще вместе с музыкой. С начинкой, да, чтобы была она какая-то разная. Да, и вот здесь как раз-таки мы немножко схитрили, мы очень долго выбирали, кто может там у нас выступать. Мы вот прям сделали большую-большую грань между аудиторией первого и второго дня. Мы решили назвать первый день молодежным, второй семейным, потому что вот первый день у нас выступает мод, это вот 12 плюс до где-то 30 лет, то есть все понимают, кто это, они слушают эту музыку. А второй день мы, честно, долго искали. Мы искали среди российских звезд, но вдруг в какой-то момент я просто услышала музыку по радио, и сразу мы решили, что это будет группа Яла. Потому что услышав я, мне чуть-чуть 30 плюс получается, сразу детские воспоминания у тебя. Ты слышишь их музыку, и все твои детские воспоминания, вот такие вот очень сладкие, всплывают, как ни крути, с этим ничего не поделаешь. И мы хотим вернуть вот в это состояние с помощью музыки. Но это настоящий будет подарок для душанбинцев, да, для истинных ценителей вот этой вот музыки, традиционной, восточной, которая всем нам очень близка и понятна. Если говорить о самом формате фестиваля еды, да, я всегда думала, ну что еда? В принципе, эту еду я могу покушать с детьми и в другом месте. Что будет такого вот на этом фестивале, что она будет особенная или подаваться будет по-другому? Мне вот такие вот детали интересны. В прошлом году мы решили немножко схитрить. Конечно, мы договорились с много ресторанов и кафе в городе, но мы также привлекли посольство. То есть мы сделали уголок кухни мира, и нас поддержали американская, немецкая, великобританская, и они представили свою кухню. То есть попробовать у себя в Душанбе кухню других стран, это очень интересно. В этот раз мы решили, то есть, собрать с уголков страны. Допустим, есть, вот, на мой взгляд, опять-таки, может быть, это субъективно, в Нуреке рыбу все любят. Вот ты приезжаешь, ты не можешь там не остановиться, не покушать. Когда мы едем в Худжанд, мы обязательно становимся тандур-кабоб, мы кушаем вот эту еду. В Гисар мы едем вот, кушать вот эту курочку. Мы хотим, опять-таки, вот, кроме тех ресторанов и кафе, которые у нас есть, они, кстати, тоже стараются готовить какое-то уникальное меню, ну и собрать вот этих вот всеми таджикистанцами любимые блюда на одной площадке одновременно. Они будут представлять разные регионы республики, да? Плюс и представлять то, что мы любим покушать, да. Ну, на самом деле, наверное, вот ивент-индустрия и вообще фестиваль еды, это тоже, мы очень любим покушать, особенно я, и мы решили вот соединить полезное с приятным. Take it out of the woods. They tell me I look good. They tell me I look good. I know it's just me. I'll find another savior, feeling cold to the bone. You've got to fight to get out of the storm. I know, it's time, I just tried to be good. You've got to break to get out of the storm. Tell me I look good. Если говорить о цифрах, да, зрители любят цифры, это сколько будет, я не знаю, кухонь, сколько представителей или там фудзоны, как вот можно посчитать? В этот раз у нас фудзона очень интересна, мы решили ее разделить, у нас аллея ресторанов, также мы будем Подождите, делать... мы сначала скажем, да, это будет проходить же на Наврузгохе, да, это огромная территория, это сидячие места по краям, да, видимо, вот этот стадион и будет как-то, на нем будут размещены все эти... Да, в прошлом году уже городской житель был там, он понимает, как все устроено. Мы сделали максимально удобно, чтобы человек мог и покушать, и воспользоваться какими-то развлекательными историями, послушать музыку, посмотреть концерт и все остальное. Самое интересное было в прошлом году, посольство Великобритании к нам пригласили повара. То есть, и мы хотели внедрить в формат фестиваля такой мастер-класс. То есть мы сделали битву поваров среди поваров, которые соревновались, да. Там выиграла, кстати, девушка одна среди мужчин. И посол Великобритании помог нам привезти из Уэльса
понравился. Вот самое сложное было, кстати, найти ему продукты, из которых он будет готовить, но все были в восторге. То есть он показывал, как готовится традиционная английская кухня. То есть это шоу еды, это не просто... Это все фестиваль, про не еду, просто- да. Мы стараемся сделать так, чтобы даже если какие-то есть entertainment вокруг, допустим, нашего фестиваля, что оно так или иначе должно быть связано с едой. Рассматривать российский опыт, там есть вот этот проект «Ода еда», который меня сильно вдохновляет. Он гастролирует весь год. То есть он гастролирует практически, по-моему, по 8 городам Российской Федерации, там неделями люди приходят, и огромное количество людей собирают. То есть всем это нравится, и это вот почему бы не провести какой-то уикенд вот именно в такой обстановке. Итак, если вернуться к нашему фестивалю еды и музыки, вы сказали, это будет что-то типа аллеи, да? Я вас перебила, что Да, там будет? фудкорт будет состоять из аллеи ресторанов. Мы также решили в этот раз включить фестиваль чая, кофе и сладостей, то есть это будет какая-то отдельная, получается, отдельное пространство на территории фестиваля. Также мы думаем про какой-то стрит-фуд, потому что эта индустрия тоже сильно развивается, то есть вот такая вот уличная быстрая еда, она тоже имеет тенденцию развиваться. То есть вот такие вот небольшие уголки, связанные с разными, не знаю, вкусовыми предпочтениями у нас будет. Ну, поскольку еда, мне кажется, еще, наверное, какое-то особое внимание к тому, чтобы все это было чисто, красиво. Обязательно, да. Вы сказали, вот, стрит-фуд, да, это что, также, чтобы были соблюдены, наверное, все правила, там, какие должны быть соблюдены. Ну, для нас супер важно, поэтому мы стараемся ездить в другие страны и смотреть, как это все делается, все нормы гигиены, все, то есть это все прописывается в наших контрактах с партнерами, вплоть до безопасности. То есть это все должно быть соблюдено, потому что мы несем ответственность за здоровье людей, поэтому мы обращаем на это тоже большое внимание. Что касается детской зоны, потому что все-таки наша аудитория, да, она многодетная, у нас деток маленьких много, и мы хотим все-таки все вместе прийти, получить удовольствие, но каждый должен получить свое. Как в этом плане вы все Вы знаете, мы очень любим работать с детьми, очень любим удовлетворять какие-то их, потому что у них ожиданий нету. Они очень благодарная аудитория, и делать для них хоть вот просто поставь им столик с какой-то, не знаю, картинкой, которую нужно разрисовать, они уже счастливы. Но в этот раз у нас будет, опять-таки, мы хотим дать возможность детям приготовить самим что-нибудь. Как здорово. То есть будет такая детская зона, где они смогут что-то сами своими руками делать, но, конечно, без каких-то острых предметов. Вот таким образом. Кроме этого, мы решили сделать, так как у нас с музыкой связано, сделать зону, где они могут, вот дети же любят на сковородках там поиграть, что-то какие-то звуки. У нас будет такая мьюзик, детская зона, где они могут, не знаю, воспроизводить те звуки, которые обычно они делают дома. Нужно отметить, что фестиваль начинается в 3 часа дня и до 10 вечера. Да, все верно. Это практически 7 часов, да, и каждый может подойти в любое удобное ему время, да, то есть можно заходить, выходить. Это здорово, когда они там целым потоком идут люди, да, в какие-то там временные рамки. Да, у организаторов, знаете, очень такая большая задача сделать так, чтобы человеку было весело и интересно вот с самого начала до конца дня. То есть и вот для этого мы делаем разный контент. То есть кроме, мы называем фестиваль еды и музыки, но кроме этого там будет арт-зона. В этот раз мы решили еще косплей прибавить. Это вот новое. Что это такое? Объясните. Это когда люди, мстители, вот сейчас то, что это тенденция, люди Анимационные герои да, такие? молодежь, которая любит следить за всем этим, они переодеваются в этих героев, и у нас будет прям конкурс косплееров. То есть они уже приходят в этих костюмах? Да, но будет также возможность переодеться в одного из героев. Мы готовим 7 образов, самых распространенных, самых известных, чтобы люди могли примерить на себя образ и сделать, конечно, фотографии, которые у них останутся. Ну, очень много деталей, которые вы продумали, да? Да, и кроме этого мы еще, в общем, на самом деле фестиваль еды и музыки можно вот туда делать все, что угодно, то есть прибавлять их каким-то, зона зиплайна будет, картинг мы планируем там. И в этот раз мы решили также немножко вот инста-поколение удовлетворить. Для аудитории, особенно молодых девушек, мы сделаем бьюти-зону, где они смогут воспользоваться услугами мейкаперов и посмотреть, что вообще сейчас в тенденции.
Если говорить в цифрах, да, вот предыдущие фестивали, какой поток посещаемости или Да. проходимость, сколько людей проходит в эти дни? Это очень хороший вопрос, потому что вот мы с каждым разом увеличиваем аудиторию, потому что вот первый фестиваль у нас был 10 тысяч людей, сейчас вот в прошлом году он был 15 тысяч, мы сейчас как бы настроены на 20 тысяч людей. Это в день или за 2 дня? Это за 2 дня. Это за 2 дня по 10 тысяч людей. Ну, Для города-миллионника, я думаю, что это неплохо. Да, это всего 2% Да. получается нашей аудитории, но те, которые действительно ценят и хотят быть частью таких ивентов. Это здорово. Мгм. Что касается, мне всегда смущал вопрос, когда ты входишь на территорию, не будет ли какой-то давки, все ли продумано, насколько все это будет Это, по-моему, прям удобно. самая важная вещь в организации любых ивентов. То есть организовать входную группу, сделать ее профессионально достаточно, ну, мало кто умеет. Мы сделали 2 входа, то есть мы постарались сделать также мероприятие чуть раньше. То есть и кому когда удобно, в то время они будут приходить. Тем самым мы сделаем так, что люди, ну, как бы максимум, вот опыт прошлого фестиваля показывает, что ну, максимум 50 человек могут собраться, и то быстро их провести на Билеты территории. продаются заранее, онлайн можно, да, то есть очень много продумано Да, методов. билеты продаются, и они мы уже 2 месяца назад начали их продавать. Мы немножко вот внедряем такую культуру покупки билетов заранее, потому что чтобы люди планировали свои как бы выходные заранее. Да, они можно купить и онлайн, можно купить и офлайн, есть точки продажи, и есть доставка. То есть мы стараемся вот лишний раз наших гостей не дергать. Лайло, насколько я знаю, да, таких идей, конечно, много в воздухе крутится, очень много опробируется в Душанбе, да, а есть какие-то планы что-то делать в другой сезон, но тоже в Душанбе или, может быть, за его пределами? На самом деле у нашей команды очень достаточно такие большие амбиции. Мы хотим развивать ивент-индустрию и каждый раз поднимать себе эту планку. И мне очень нравится идея зимнего фестиваля, потому что Новый год, ну да, как последние 2 года, спасибо мэру нашего города, он уже дарит нам вот это вот новогоднее настроение, но мы также хотим со своей стороны сделать, вот вкладывать всю эту историю и сделать зимний фестиваль, вот что-то вот такое вот Уже рождественское, этой зимой волшебное. можно ждать что-то? Если мы хорошо справимся с осенним, я думаю, что это вполне реально, потому что ледовое шоу, вы только представьте, вот красочное, анимированное ледовое шоу, это вот просто То есть не наша выезжая мечта. из Душанбе, попасть в вот эту сказку, это будет здорово. Да, мне вот кажется, Рождество, да? которое происходит в Европе, допустим, вы можете здесь попасть. Ну, мы очень сильно этого хотим, и, наверное, это и случится в ближайшее время. Я очень надеюсь, потому что зрителям, наверное, захочется увидеть эту сказку зимнюю. Лайло, если говорить о вашем опыте, да, то он такой достаточно солидный, в вашем таком, достаточно среднем таком возрасте, да, и нужно сказать, что вы участница многих международных вот этих площадок, платформ, где встречаются люди, обмениваются опытом, вы представляете Таджикистан, да, есть какие-то моменты, которые вы рассказываете, или которыми вы делитесь, или которые вы можете отметить, да, вот, наверное, особенности таджикской ивент-индустрии, или плюсы, минусы, что-то в этом плане? Да, ну, конечно, недавно мне польстило, что мне позвонили из Астаны и предложили делать вот этот формат фестиваля нашего в Астане. Я говорю, ребят, ну давайте лучше я вам расскажу, как это все делается, но туда ездите организовывать, я говорю, ну вам дороже будет. Вот, конечно, мы делимся опытом, мы состоим в одной ассоциации центральноазиатских ивентеров, приглашали в Ташкент выступать и делиться опытом как бизнес-мероприятий, таких вот больших городских. Мы с удовольствием друг с другом делимся, и самое интересное, мы сильно друг друга поддерживаем. То есть я могу в любой момент позвонить в Ташкент или в Бишкек или в Алмату, сказать, ребят, приезжайте, нужна помощь, они с удовольствием приедут и помогут. Центральноазиатский регион, да, очень много общего у нас, это здорово, когда есть чему учиться друг у друга. Да, и мы поставили перед собой цель, чтобы сделать Центральную Азию не сильно рассматривать в плане ивентов. Считают, что большие ивенты проходят, там, может быть, в Европе, в Америке. Но мы сейчас, по-моему, можем задать жар, как говорится, сделать регион, даже, как говорит мой коллега, регионом ярких событий. Причем привлекательным даже для жителей Центральноазиатского региона, чтобы они ездили друг к другу в гости вот на такие мероприятия. Это очень здорово поднимает, мне кажется, имидж, да? Да, страны. и это же как бы не какой-то европейский, допустим, формат, это вот аутентично всегда, это всегда Восточный, традиционно. да. Мы пытались привезти из Кыргызстана юрту, там, козьего молока, там, конины и все остальное. Но пока, думаю, что в ближайшем будущем это тоже воплотится. Да, здорово, когда, наверное, из нашей страны тоже люди захотят, да, увозить что-то с собой такое приятное, напасть
память о Таджикистане. Лайло, если говорить о том, о поддержке, как много людей готовы поддержать такие мероприятия, очень много же должно быть таких социальных предпринимателей, что людей, которые готовы стать рядом, поддержать такие мероприятия, чтобы удивлять душанбинцев, таджикистанцев в целом. Да, на самом деле без такой поддержки такие мероприятия невозможны. То есть мы всегда ищем какого-то главного партнера, который поддержит, будет согласен. Но эта площадка также решает их бизнес-вопросы, то есть лояльности, эмоциональной привязанности. Компания лишний раз доказывает то, что они хотят, они работают для людей, хотят сделать им что-то приятное, вот безвозмездно. Конечно, плюс участники. Это очень важная часть мероприятия, потому что все в целом делается для них. То есть мы часто сталкиваемся с тем, что кто-то считает это дорого, допустим, кто-то считает, а вот зачем там много народа, зачем я туда пойду. Но оказавшись на территории фестиваля, вот эти все сомнения развеиваются. То есть они приходят, поддерживают и ждут уже следующий год. Ну что ж, Лайло, мы желаем вам удачи. Спасибо вам огромное. Очень хочется попасть на фестиваль, да, чтобы понять и уровень, и получить массу впечатлений, да, наверное, запастись до зимнего следующего праздника в этом плане. Мы будем счастливы всех видеть и поделиться настроением. Спасибо огромное. Приезжайте в Душанбе, наслаждайтесь. Пусть это будет еще одним подарком для таджикистанцев в честь 28-й годовщины независимости Республики Таджикистан. Но это была тема дня, и говорили мы о фестивале еды и музыки. Встретимся с вами ровно через неделю. До встречи.